Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности. Сердар Бердымухамедов назначил нового прокурора Ашхабада. Аркадак сыграет товарищеский матч с «Зенитом» и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности. На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов работы военных и правоохранительных органов страны за январь этого года. Также определены приоритетные задачи по обеспечению безопасности и стабильности в стране, укреплению материально-технической базы силовых структур, дальнейшему совершенствованию их деятельности, пишет ТДХ. Президент Туркменистана назначил младшего советника юстиции Аланазарова Недыргулы Оразгулыевича прокурором города Ашхабад, освободив его от должности заместителя прокурора Ахалского вилаята. Соответствующий указ глава государства подписал в ходе очередного заседания Государственного совета безопасности. В Ереване открылась фотовыставка, посвященная 300-летнему юбилею выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Ифраги. Организаторами выступили посольство Туркменистана в Республике Армения и Союз художников Армении. Посол Туркменистана в Армении Мухаммед Гельды Аязов, открывая мероприятие, отметил, что гениальный поэт, философ и мыслитель Махтумкули Ифраги оставил потомкам бессмертное литературное наследие, ставшее частью мировой культуры и достоянием всего человечества. Представитель китайской компании Hainan Weidu International Travel в ходе своего визита в Туркменистан предложил заинтересованным местным ведомствам рассмотреть проект по организации авиарейсов Ашхабад-Санья. Новое направление для Хайнаня поддерживается китайским правительством субсидиями в размере около $130 тысяч США на каждый рейс, отметил он. Это позволит гражданам Туркменистана и Китая на выгодных условиях совершать полеты в двух направлениях туда и обратно. Посольство Туркменистана в Брюсселе организовало брифинг для европейских СМИ. На мероприятие были приглашены руководители и корреспонденты средств массовой информации из разных стран. Глава дипломатической миссии Сапар Пальванов в своей речи обозначил приоритеты внешней и внутренней политики Туркменистана. Посол выделил активное участие Туркменистана в разработке глобальной стратегии безопасности и вклад страны в усилия по обеспечению регионального мира. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрабатывает план запрета формальдегида в средствах для кератинового выпрямления волос. Недавние исследования выявили связь между использованием средств для выпрямления волос и повышенным риском развития рака молочной железы. Фталаты, парабены и другие вещества в составе средств для волос также могут нарушать гормональный баланс, что потенциально увеличивает риск развития рака. Футбольный клуб «Аркадак», представляющий одноименный город государственного значения, сыграет товарищеский матч с петербургским «Зенитом» в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ. Встреча пройдет 21 февраля. Время начала и место проведения матча будут известны позднее. Предстоящая встреча станет частью подготовки «Аркадага» к старту чемпионата Туркменистана, который начнется 4 марта. Директор футбольного клуба «Витебск» Николай Войтюховский по просьбе корреспондента «Туркменпортал» прокомментировал подписание защитника сборной Туркменистана Вепа Джумаева. По словам Войтюховского, это приобретение призвано усилить оборонительные порядки команды. Главный тренер хорошо знаком с игрой Джумаева и его стилем, что должно облегчить адаптацию футболиста в новом клубе. Войтюховский также добавил, что Джумаев способен играть не только в центре обороны, но и на позиции опорного полузащитника. Туркменские футболисты, полузащитник Теймур Чарыев и нападающий Сулейман Мухадов вошли в заявку киргизской Абдышаты на матче с Тайчунг Футура в рамках плей-офф Кубка АФК. Первая встреча пройдет 6 марта в Бишкеке, а ответная 13 марта в Тайджуне. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.